Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Кути-24. С вами Петр Цепандин. Как видите, мы находимся в ресторане Red and Green. Со мной, как обычно, Семен Тарбахов. Семен, приветствую. И к нам сегодня в гости пришла врач-акушер-гинеколог, врач высшей категории Александра Егорова. Александра, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что приняли наше приглашение прийти к нам на передачу. Мы нашу передачу называем «Кулинарный концепт», «Кулинарный ток-шоу». И, учитывая этот фактор, чем вы к нам сегодня пожаловали? Спасибо вам, Петр, за приглашение. Меня зовут Александра. Сегодня я пришла со своим рецептом. Будем сегодня готовить творожный пирог. Творожный пирог. А вы, сразу такой вопрос, который я часто задаю, вообще любите готовить? Ну, как мама, многодетная мама, я люблю такие простые, быстро готовящиеся блюда. Ну, то есть адаптированный, да? А вы этот рецепт где взяли, позаимствовали, сами придумали или как? Ну, это я пирог попробовала у сестры. Ага. Пирог, ну, это больше как подходит как для завтрака или полноценное даже блюдо? Ну, это как перекус. У меня дети вообще не любят творог. Да? Так, который очень полезен. Да. Да. И вот в гостях они этот пирог очень хорошо съели. И вы решили пойти на хитрость. Да, и я вот таким образом им Хорошо. Чуть-чуть расскажите, как вы будете его делать. Так, мы будем делать сухое такое тесто и будем делать начинку. И будем выпекать минут 30-35. Ага, ну то есть мы сейчас все подготавливаем, отдаем Семену, он уносит в духовку и ждем. Да. Да. Давайте, да, учитывая формат передачи, давайте сейчас тогда уже сразу приступим. Первое это должно получается тесто, да? Так, сюда ложим мы масло. Так. Ну, Семен может вам помогать, а я буду служить тем человеком, который смотрит за этим и задает вопросы иногда. Добавляем сахар. Сколько вам нужно? Ну, примерно полстакана, чуть больше полстакана. На глаз? На глаз. Получается, вы дома сами все готовите, да? Ну, у меня дети взрослые, я их, получается, научила готовить. Я знаю, у вас 4 сына же, да? Да, у меня 4 сына. Круто. Старший сын у меня очень любит жарить. Да? Он с 4 класса жарит оладушки. Он у нас ответственный по пирожкам. Круто. Обязательно сидит и жарит пирожки. А второй сын у меня любит именно выпекать. Да? И третий сын тоже любит вот готовить вот этот пирог. Ну да ладно же. Ну то есть вы специально, да, делаете, чтобы, ну как-то обычно же дети, ну к труду, скажем так, ну шатка, валка, особенно мальчики к готовке, да? Ну а вы как вам удалось это достичь, или они сами уже такие, мама, я вот буду и все, или как? Нет, ну получается у нас в семье девочек нету, да, кроме меня, да, поэтому как бы выбора нету, поэтому они все вот, надо и все, да? Да, они у меня еще с работы прихожу, и ужин готов, и обед готов. Вот они вообще красавчики, повезло, да. Да, давайте. Мы добавляем муку. Муку, да? Ага. Сколько? Можно ложкой, да? Ну ладно, чуть меньше добавим. Так, где-то стакан, чуть больше стакана. Ну тоже примерно на глаз, да? Да, примерно на глаз. Тут сколько возьмет. Тут у нас должно получиться такая рассыпчатое тесто. Все, замешиваем, да? А кроме вот этого пирога, что вы еще любите готовить? Ну, очень любим мы рыбный пирог. И мясной пирог. Ну, в общем, я люблю, что готовится на духовке, потому что сделала, положила. Заготовили, бросили и другими делами можно заниматься. Да. Ну да, понятно, что в многодетной семье, учитывая вашу занятость, да, ну... В это время можно и посуду помыть, что-то другое поделать. Да. Себе время уделить, да. Да. Немножко, да, чуть-чуть забежали вперед. Первая рубрика наша, традиционная. Александра, расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям, ну и нам, соответственно, немножко о себе, да.
Как вы стали вообще врачом? И вообще откуда вы родом и все прочее? Что вы Родом знаете? я из Кобяйского улуса, село Мукучи. Детство у меня было такое довольно-таки тяжелое. Я 6 лет осталась сиротой. Ой, так. Меня воспитывала бабушка с дедушкой. Да? И так как бабушка у меня была такая старенькая, да, я хотела именно вот, когда вырасту, именно ей вот помогать, да, старости. Мгм. Вот. Ну, у нас было очень много внуков, да, все внуки, мы были почти 10, больше 10 внуков. Ух ты, ну у то есть она бабушки. такая бабушка молодец, да? Да. вообще? Ага. И ну, я в детстве была такая шустрая, любопытная, да, поэтому Ну, скорее всего, это и сейчас осталось тоже. да, Да-да. Ага. все хочется знать, да, из Ага. чего. вот, Любознательная да, такая, да. Вот это вот. Из-за этого я выбрала именно медицину. Меня интересовало, из чего состоит человек, да, как выглядит мозг, как выглядит кишечник, да. Надо же. Поэтому, наверное, из-за этого я стала врачом. Я хотела в руках подержать мозг человеческий. Да ладно, ну как это как-то так. Да, Зу- интересно, зу- потому что, Звучит как бы необычно, да, ну скажем. вот, именно вот потрогать человеческий мозг. Вот такой вот. Так, вот Семен хочет спросить, кажется, ванилин Ага, хочет да. добавить. Сюда, да? Можно еще муки добавить, чтобы тесто именно сыпчатое такое было. Вот, и сразу тогда выбор после окончания школы не стоял о том, чтобы куда-то пойти, то есть вы нацелены выбрали медицинский. Да. Ну вот. Я после окончания школы, ну, в классе 8 я точно решила, что именно целенаправленно надо именно вот по этим предметам учиться. Ну, то есть себя подготавливали. Да. Да, тогда еще, скорее всего, ЕГЭ не было. и Мы надо было- первые, которые ЕГЭ сдавали. А, Ну, даже. да. А. Но в это время еще не было известно, что мы будем сдавать ЕГЭ. Да? Это в классе, наверное, 10-го нас подготавливали, что вы будете сдавать ЕГЭ, и по этим вот, Ну, как то мы есть надо сдадим на... нацеленно готовиться Да. по определенным предметам, да? Да. А, Поэтому я очень старалась хорошо учиться. биологию, Да. химию, скорее всего, да? Ну, вот эти естественные науки все. Ага. И когда поступила в университет наш, да, и в то время было ЕГУ, Медицинский институт был. Да, мединститут. При мединститут при ЕГУ. ЕГУ, Потом да. уже да, стало ФУ, да? Ага. Да. И получается, отучиться надо было 6 лет. Ну да, Да, институт. и- 6 лет. Одно из самых длинных, ну вообще самое Да. длинное, по-моему, да? У меня, по- получается, родная сестра, мы с ней ходили, да, в абитуру, она мне помогала поступать, и она говорила, зачем ты идешь на медицинский, выбираешь самую тяжелую, зачем тебе это надо, да? Иди лучше поступи БГФ, там Так. 5 лет на год меньше учиться, да? Вот мединститут заканчиваешь, потом еще надо там интернатура, ординатура, Да, постоянно да. учиться. Ну, я ее не послушала, Ага, ну то есть вопреки. да, и поступила в мединститут. Ну, я так полагаю, вы сейчас не жалеете, раз вы Нет. продолжаете этим заниматься. Потому Да. что, да, врачами же, ну, говорят, чуть ли не рождаются. Как говорится, у человека призвание, да, ну, то есть человек так долго учился медицинский, а потом, чтобы куда-то ушел, ну, это как бы, по большому счету, редкая редкость, да? Да, Ну, я, например, физик, сейчас телеведущий. Ну, черт побери, Да. куда это, да, куда занесло человека. А тут человек обучился на медицинском, ну, и, соответственно, все, врач. В этом году у нас будет 15 лет, как мы окончили институт. Должны встретиться с однокурсниками. Ну, очень хорошо, когда однокурсники друг друга поддерживают. Ну, Есть разные коллеги, специалисты. коллеги, да? Ага. Вот. Затем? Вопрос? Ага. Туда. Сюда. Ага. Да. Сюда ложим. Все одним слоем, да? Или Чуть-чуть по- оставляем. И какой будет это? Сначала внизу тесто, Вот потом так. начинка. Вот так ложим бортиком. Мгм. Вы следите за ним, он может быть, по-своему сделает. Он такой. И немножко бортик делаем, чтобы мы туда могли начинку положить. Ага. А, ну как получается, да, как пирог.
Да, наша Туда сейчас можно еще муку добавить. Мгм. То наша тесто, чтобы задача вообще прям же, рыхлое было. максимально быстро это сделать, чтобы в духовку заложить. Поэтому давайте, ребята, друзья, ускоримся. Вот, что я хотел сказать. Долго выбирал слово. Насколько должен быть высокий бортик до конца, да? Не до конца. Можно так, до середины. Давайте Ну, тогда да, я до середины. начинку сделаю. Да, Ну, давайте. не знаю, да. Можно миску. Все равно надо делать что-то. Давайте Так, туда-сюда а вы я. приступаете к начинке. Стало быть, это творог обычный, да? Мы ложим творог. Так. Ой, нож нужен. Ложка. Нож. Нож? Давайте. Яйца разбить. И пару яиц. И пара яиц. Вот что-то мусорка есть. Что. Творога много, что ли? И замешиваете. Давайте творог немножко поменьше сделаем. Много, да? Сюда же добавляем сметану. Сметанку. Так. Тоже на глаз, примерно полстакана. И сюда же сахар. Тоже сахар. Тоже на глаз. И теперь этим. Спокойно. Спокойно. Я как раз вот это возьму. Таким должен быть. Да, типа такого. Так, начинка у нас готова. И так, выливаем. раз, Просто и заливаем её, да? заливаем. Да, заливаем. Поэтому вот как раз и бортики нужны, да, были? Да. Чтобы это не растеклось. Затем? Ровно. И затем вот это вот высыпаем. Это вроде как тесто, но получилось как будто это, да, как сыр. Все, и в духовку ложим. И Ага, все. сколько градусов? 180 градусов. На полчасика, плюс-минус. Может быть, даже быстрее получится. 180 градусов. Да. Да, ну, Семен, покажи, пожалуйста, вот что Да, получилось сейчас мы на осторожно камеру. возьмем. Да, вот такая у нас штука получилась. И наша задача сейчас просто Не подождать. накрываем ничего. Не накрываем ничего. Просто ложим. Всё? Итак, Александра, вы поступили, да, насколько я знаю, медицинский институт, да, вот как мы уже и заметили, одно из самых длинных, да, и какое-то время все студенты учатся, ну, общим, да, медицинским знаниям, потому что в самом начале же никто же не знает, кто кем станет, да, потому что направлений очень много, кто-то, ну, я знаю, что брат мне так в шутку говорил, те, которые режут, и те, которые не режут. Да, ну чуть ли не так. Но это, скорее всего, в шутку, да. Но тем не менее, да, если серьезно отнестись, на каком курсе уже примерно становится ясно, ну что, кто, какой студент, какое направление выберет. Я для себя выбрала именно акушерство, да, акушерство и гинекология после 4-го курса, потому что мы проходим практику. Многочисленные практики, да. Да, потому именно что- по отделениям, да, по 2 недели на каждом отделении, там, на базе Якутской клинической больницы, РБ-2 и медцентра. И мы там, дается как бы выбор, да, посмотреть, в каких отделениях что происходит. Да, что происходит, изнутри. ну, чтобы вживую посмотреть, Да. как реально лечат людей. Да. Да, потому что вы в любом случае же все равно рано или поздно получаете доступ к телу, и, ну, как, если человек реально боится крови, ну, куда деваться, да? Да. Вот. После 4-го курса у меня, я, получается, выбрала именно акушерство, потому что мне там понравилась именно атмосфера, да, вот, появление новой жизни, да? Да. Именно вот такое счастье, и вот атмосфера счастья, запах такой стоит в роддоме, прям грудного молока. Ну да, Потому что дети, конечно, да, такого восхитительно пахнут. запаха в других отделениях, к сожалению, нету. Ну да. Поэтому я выбрала акушерство. Мгм. Вот такое. И как долго вы работаете? Ну, то есть вы закончили, и сразу вас... И как вы начинали, да, кем? Да, я, получается, поступила в интернатуру на базе СВФУ, закончила и начала работу в первом роддоме.
Да, я там работала в послеродовом отделении, в отделении патологии и в приемном покое. Мгм. Ну, я очень благодарна нашим врачам, да, которые работают именно в акушерстве, в гинекологии, потому что их наставничество, да, и то, что они в нас вкладывают, нас учат, да, и из-за этого у нас мы получаемся такими вот, ну, я бы не Врачами сказала- высшей категории. Да-да-да. Как в вашем случае. Да, потому что именно любовь к работе, да, дает такие плоды, можно сказать. Мгм. Ну, в нашем виде, как я. Ну, то есть вы уже сколько, получается, ну, если вы закончили 15 лет назад, стало быть 15 лет, Ну, 1 год интернатура и 14 год работы. 14 год вы уже работаете, то есть можете себя смело назвать опытным работником, который уже видавший виды, уже все знает и все прочее, да? Да. Согласитесь, что у вас очень ответственная работа же, да? Ну, конечно, и соглашусь, потому что мы отвечаем... Ну, я 10 лет проработала именно в роддоме. Да? Роддом – это вот такое место, да, где вот врачи несут ответственность за 2 жизни. Ну да, Да. мама и будущий младенец. Вот эта вот ответственность, да, ну, как сказать-то, дает уверенность. Ну, я должна быть, во-первых, уверена, да, именно вот как вести роды, например, да, как делать дальнейшую тактику, да. И если у меня есть какие-то сомнения или есть какие-то осложнения беременности, да, у этой женщины, да, то я обязательно и могу обратиться к вышестоящим врачам, да. Более опытным, заведующим, которые, да. да. Ну, потому что случаи, конечно, разные Да, могут быть, да. поэтому им отдельная благодарность тоже. Конечно, беременность это не болезнь, Да. да, потому что ну, многие женщины в современном, ну не будем этого скрывать, говорят, ой, я все беременна, я вот лежу вверх ногами и ничего не делаю. Но на самом деле это же не болезнь, Это потому не что, болезнь. да, старость, чуть ли не говорили, что женщины сено косили, а потом говорили, ой, я сейчас подойду, родили, а вернулись и продолжили сено косить. Ну это, конечно, чуть-чуть как бы утрировано, да, но тем не менее. Вот, и как такой вопрос я хочу вам задать. Важно же очень завоевать доверие своего пациента. Доверие, конечно и как же, бы это? доверие в первую очередь Да. завоевывается пациентом, да, когда мы с ним беседуем. Да, Да. разговоров. Вот, Да. беседуем, обязательно тщательно собираем анамнез, да, как проходили предыдущие роды, да, Если они были, да. если они были, да. И, например, выявить какие-то страхи, да, у женщины перед родом, если есть такие. Да, если первородка, ну, конечно, человек первый раз, ну, всегда волнуется, да. Да, поэтому Но- вот эти вот страхи и все выявляем, и с ней беседуем. То есть проводим психопрофилактическую беседу, да, во-первых. Плюс при поступлении, я как работаю в стационаре, да, при поступлении они все сдают анализы у нас, да. И обязательно нужно проговаривать про анализы, про УЗИ, про состояние ребеночка, да. И плюс смотрим родовые пути, и по родовым путям тоже надо немножко осведомить женщину, да. Когда женщина осведомлена о своем состоянии, да, то она дает себе четкий такой, ну, делает в голове Ну, у себя да, программу. программу некую, да. Да-да-да. И если женщина знает свою программу родов, да, то она, соответственно, уверена в себе будет, да, что вот так будет. И уверена в вас, Да. во вторую очередь, да. Потому Да. что же, да, я знаю, что, ну вот как только становится известно, что девушка беременна, она же становится на учет, за ней следят, Да. УЗИ всевозможные, ну каким-то образом все равно врачи Да. ведут. Так же, да. И стало быть, чаще всего человек боится того, что не знает. Страхи рождаются Да, из-за того, что... вот. Ну, почему мы боимся темноты? Потому что, ну, там непонятно, что там, да? Да. Вроде там ничего нету, то же самое, но просто темно. А страхи рождаются, скорее всего, из-за того, что, ну, человек не осведомлен, что там может с ней произойти, и Да. боится. А вы с ней, вот, тогда, Да, соответственно, получается, проводим профилактическими беседу. беседами человека уже говорите, ничего страшного, все Да. пройдет. И когда вот самую важную роль именно в родах имеет
подготовка именно беременной, как она подготовлена, да. В родах видно, когда вот женщина проходит. Сейчас у нас в Якутске при каждой поликлинике есть школы будущих матерей, школы матери, да. Бесплатные курсы есть, также есть платные курсы, которые они могут пройти, и, получается, они проводят ну, как бы психопрофилактику уже во время беременности, да. Так как я рожала 4 раза, у меня 4 сыновей, и я знаю, что ни одни роды не похожи друг на друга. Да? Поэтому так. они все разные. Это не магазин ходить, короче. Да, все разные роды проходят. Поэтому хочу с уверенностью сказать, что если у вас были тяжелые роды первый раз, то вторые могут быть вообще легкими. Или, например, третьи могут быть такие легкими, да? Поэтому, то есть не идет все вот так? Да, как в первый раз. Да. Ну. Даже чуть полегче, равно... чуть получше, да? А 4-е роды я рожала, когда уже работала, да? Гинекологом. Проработав 7 лет, я забеременела, родила. Получается, в роддоме я всех знала. Да? И, ну, как бы своя, получается. Да, всех знала. И все, наверное, этого... такие, у нас Александра будет как бы рожать. И, как бы сказать-то там, атахтан. Да. Рожала. Да. Ну, как бы пользовалась своим преимуществом, да, положением, так сказать, да. Вот очень хорошо за мной вели роды у меня, да, и за счет этого, наверное, скорее всего, и за счет того, что я знала, какие могут быть осложнения, у меня 4-е роды такие, ну, по сравнению с первыми, да, были очень тяжелыми, можно сказать, да. Ну, не тяжелыми, а такими чуть-чуть много сложнее, может быть, да? медицинских манипуляций было, можно сказать. Там эпидуральная анальгезия, да, система. Первые роды у меня были вообще без вмешательств. То есть я поступила со схватками, воду у меня сами излились, и я сама родила. И вот эта вот мысль, да, вот какие разные роды могут быть, да, именно связана с тем, что женщина от настроя женщин. То есть в первых родах я была настроена сама рожать, потому что гинеколог мне говорила: ты ростом маленькая, живот большой, тебе, скорее всего, будут делать операцию, возьми иголку с ниткой. Да, в это время, кто идет на плановую операцию, с собой в аптеке приобретали иголку с ниткой. Ну, я, конечно же, не послушала. Я думала, у них не будет ниток, и я сама рожу. Вот. Поэтому с таким настроем я родила. И после 4-х родов я решила, я наткнулась на курсы, да, Анастасии Ивановой, это город Москва, да, это было во время ковида в 2020 году, и отучилась на курсы по гипнородам. Так. Да. И, получается, я вела курс «Мягкий гипноз в родах». Даже такое есть? Да. Это какое-то такое нововведение, да, некое? Да, я вот, получается, вела такие курсы. И на практике использовала, помогала своей племяннице, да? Именно вот. То есть свои знания уже применяли? Да, водила ее в транс именно во время родов. Да, вот она рожала. Можно. Надо же. Так, первый раз слышу. Ну ладно, я как бы не слишком сильно был знаком, но тем не менее, ладно. Получается, мы с ней из-за того, что она была вообще не готова к родам, да? У нее был какой-то вот блок, страх, из-за этого открытие не шло, да? А потом мы с ней вот начали именно во время родов практиковать, да, именно расслабление, вот, успокоение, да, что вот все будет нормально. И получается, она так хорошо родила, и ну вот я решила помогать. И она осталась тоже благодарна, да, и хотели бы как бы дальше это применять, да? Да. Ну, вот. Так, скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, ну вот оптимальный возраст для родов, ну первых или вообще, ну, то есть говорят же, ну слишком рано тоже вроде как. Ну, оптимальный возраст по рекомендациям это 24-26 лет. Ну,
средний такой возраст, да, но у нас бывает и рожают первый раз 38 лет и 40 лет, да, Первый раз. первый раз. Бывает и школьницы. не дай Бывает бог. и, да, Ну. школьница. Мгм. Поэтому в среднем от 18 до 40, ну, 43 могут даже прийти спокойно родить, там, 6-7. Ну, могут, да. Да, ну. ну, поэтому такой возраст. Да, ну сейчас как бы вообще вопрос возраста немножко сместился. Да. Да, согласитесь, что раньше же, ну как, сейчас же вообще, ну вот по данным Всемирного общества здравоохранения, раньше говорили 40 лет, все, уже старый, пожилой и все прочее, а сейчас молодой, по-моему, до 45 лет, ну, мы еще молодые, да, да. скажем так, да, а потом уже там средний возраст чуть ли не до 60, уже после 60 или 55 уже человек уже становится, ну, в возрасте зрелым, Да. пожилым. Старик это вообще 70 и Да. дальше, да, ну то есть мы же ни разу не старики, ну соответственно тогда возраст родов, ну то есть тоже чуть-чуть может быть Да, так, как в эту сместился. сторону смещается. Так, да? Мгм. Вот, мы проговорили, да, про доверие, все прочее, ну что бы вы все-таки посоветовали бы женщине, девушке, которая собирается ну, завести ребенка, рожать в скором времени? Ну, Какие беременность, советы вы? беременность в первую очередь, конечно, надо же планировать. Да? Планировать именно за 3 Желательно. месяца. Да. Вот За 3 так. месяца надо планировать и проходить прегравидарную А если подготовку. любовь вот сейчас нагрянула, что делать? Ну, чтобы это, ну, значит, надо проходить профилактические осмотры. Ага. Обязательно надо посещать гинеколога 1 раз в год, сдавать профилактические анализы, да, делать УЗИ малого таза. М. Если у вас, если вы будете, например, каждый год проверяться, у вас все нормально, ну, можно в любой момент забеременеть. Мгм. В лучшем Ну, то случае, есть в случае, если человек осознанно к этому подходит, да, то... то за 3 месяца прегравидарная подготовка. Мгм. Там принимаются поливитамины, фолиевая кислота. Не только женщина это должна принимать, но и мужчина. Потому что, Будущий отец. да, будущий отец, он тоже должен планировать. А не так, чтобы давай, типа, да? Да-да-да. Да, поэтому... Но чаще всего так и бывает. Ну, а как? Ну, я не знаю, ну, сейчас нынешнее Ну, сейчас, поколение... получается- Нынешнее поколение, может быть, они, да, более осознанно подходят, да, но я вот для себя говорю, что я еще ни разу не готовился, да. Ну, у меня 2 сына, ну, точнее, у нас 2 сына, они уже большие, да, ну, вот как-то вот Ну, вот сейчас... как-то вот по-другому относились. Ну, сейчас Ну, или времена женщины были очень другие. проинформированы, очень много информации, да, Ну. поэтому очень радует, что женщины готовятся, планируют. Очень много таких женщин. Не, ну да, с другой стороны, сейчас время интернета, много Да. информации, слишком много информации, согласитесь, да. Ну, то есть, как говорится, если захотеть, можно это найти очень быстро, раз вот в телефоне, интернете, все поискать нужные, да, какие-то такие моменты. Вот. Часто же говорят, что вот, ну, про врачей, что, ну, вот у меня собственный терапевт, которому там годами Да. показываю, собственный стоматолог, скорее всего, собственный акушер. Да. Да. Ну, конечно, как и парикмахер. можно Да, сказать. да, да, Как да. И парикмахер, собственный юрист, как, да, этот, парикмахер, собственный вот да, стилист, да, да. парикмахер. Вот Это все равно с также должно годами. быть у каждой женщины свой гинеколог. Тоже желательно, Лично. да? Мгм. Личный гинеколог, к которому она будет ходить и, например, обследоваться, показываться, лечиться. Которая да. знает годами, что с Да. ней с организмом Вот именно у происходит. нее как проходили предыдущие беременности, как проходили роды, да. Вот это вот, когда есть личный гинеколог, это очень хорошо. То есть это оптимальный случай. Да. То есть вы такое рекомендовали бы, да? Я, конечно, да, рекомендовала бы. И вот сейчас странный вопрос. А вы сами стоматолога боитесь? Вот у нас, получается, в деревне, в детстве, да, можно сказать, в деревне не было стоматолога. У нас тоже. Поэтому в детстве я очень долго мучилась зубными болями. Вот эта, То же эта вот самое. боль настолько вот пропиталась, я его Где-то вот даже, здесь в подкорке сидит. даже до сих пор могу почувствовать эту боль. И когда вот я переехала в город Якутск,
я обязательно посещаю стоматолога, у меня нет ни одного кариеса. Ага, ну то есть Да, профилактику кариес это вы ведете тоже. очаг инфекции, поэтому его надо обязательно санировать, лечить. Не бойтесь стоматологов, они вам желают только хорошего, да? Ну, Чтобы конечно, у да, вас не на было раннем никаких этапе лучше болей, уж да. не запускать ни разу. Да. Да, я тоже все это делаю, потому что, не дай бог, на охоту я уеду, и что-нибудь Да. случится, господи, это просто ужас Да. какой-то, да. Хорошо. Что посоветуете женщинам, да, ну, чтобы поддерживать свое женское именно здоровье? Женское здоровье, в первую очередь, я бы, конечно, порекомендовала следить за питанием. Да? Мгм. За питанием. Вот как раз и в тему нашей передачи, да. Да, у потому нас что из-за как сказать-то, неправильного питания, да, слишком много, если в рационе слишком много жирного, копченого, соленого, да, мучного, то у женщины после 35, если она не следит, может даже после 30, начинает накапливаться лишний вес. То есть, когда есть лишний вес, это уже как Не бы, есть алё. да, как бы сказать, риски других заболеваний, как давление, артериальная гипертензия, да, сахарный диабет. Вот эти вот заболевания, они именно связаны с питанием. Ну да. Да, поэтому Сердечно-сосудистые, да, да. все вот да. варикозы, там эти заболевания все связаны с питанием. А если мама будет правильно питаться, Так. именно женщина, да, в доме, и она же покупает продукты, она же готовит, да, для всех. Получается, если она будет правильно готовить, да, учить детей кушать именно овощи, Да, фрукты, правильные любить. пищевые привычки, да, Да. потому что это же тоже сила привычек. Если мама будет это все делать, то у нее и здоровые дети будут. Да? У вас самой тогда примерно какой рацион, да, Таня? Ну, получается, с утра у нас сбалансированный завтрак. Так. Мы кушаем коктейли, да? А ладно. Да. Ничего себе. Ага, и коктейль у нас в рационе лет 5. Да? На коктейль, вот я как поменяла свой рацион питания, да, я скинула минус 16 килограммов, у мужа минус 24 килограмма. Вы сами? Да. Да, ну надо же. Минус 24 То есть и такое было, килограмма как у говорится, мужа, да? И муж тоже, да, был, ну то есть И полный сыновья у меня в классе, они были, как сказать, самыми пухлыми. в теле. Да. Да. Вот такие дети у меня были, старшие погодки. В классе они были самые такие упитанные. Потому что, когда я заходила в магазин, я обязательно каждый день покупала пряники, вафли и печенье. Мучное, сладкое, да, Да. которое, ну, куда деваться. И натуральный если сок. Так. И- Сахара много, то есть Да, и углеводов. получается, вот, кормила этими детьми и думала, что я очень хорошая мама. Ага. Да? Ну, дети, И что, дети получается- хотят, вот и молодцы. Да, типа, и да. получается, вот у детей лишний вес был в классе в 3-4, вот у них такой был. Сейчас у них, получается, мы начали кушать брокколи, да, овощи. На зелень. Да, зелень, фасоль, там, вот это вот мясо с овощами можем скушать, да. Если раньше у нас на гарнир было гречка, рис, макароны, картошка. Да? Так. Вот 4 ингредиента. Так, вчера кушали рис, сегодня будем картошку. значит, Да. да. Типа такого, да? А сейчас у нас, получается, в гарнире мы можем покушать и чечевицу, да? Можем покушать и фасоль можем покушать горох, маш, там, ну, вот такие сложные углеводы, да? То есть дети в первое время, конечно, не хотели, ну, сейчас они... Когда деваться, с мама удовольствием, сказала. Да. Вот. Да-да-да. Так, мы уже упомянули, что у вас 4 мальчика, да? Да, скорее всего, очень много времени занимает работа, которая очень тяжелая. У вас и ночные дежурства, я знаю, да, есть. На себя время остается? Какие-то, может, вот у вас увлечения, хобби свои? Ну, как времени, да, как говорится, очень мало для себя уделяется, потому что очень напряженная работа у нас, да, очень ответственная.
Но когда вот с опытом, да, со временем я научилась именно правильно распределять свое время. То есть если рабочий день, например, до 3 часов у нас, да, до 3:15, то раньше я могла сидеть и там историями копаться до 7-8, да, а сейчас, получается, я распределяю свое время. Как рабочее время заканчивается, то стараюсь успевать во время рабочего времени, да. Поэтому время, получается, для того, чтобы уделить себе и детям, у меня, получается, сейчас остается. Хобби, да? Ну, я очень люблю свободное время заниматься бисероплетением. Да? Вы народная милиция. Народ творчество, да? Смотрю по Ютубу, да, и зашиваю себе эти брелочки из бисера, из страз. Вот. Ну, то есть наводите красоту. Ага. А когда я была беременной 4-м ребенком, я выписной набор сама шила. Это, то есть одеяло, бантик к одеялу, да, и кокон, вот этот, который лежат. Где конвертик Да. ребенка складывать, да? Да, вот это вот кокон тоже я сама сшила. Нравится вот шить, именно вышивать. Руками вот, все это да. делать, да. А вот, Чтобы мелкая моторика. да, упомянули по беременности. А вот 4 ребенка, это вы планировали, нацелены, или как многодетной мамой стать, как это, или это так само собой получилось? Ну, так как я Или сирота... Бог дал все, не знаю. Нет, так как я сирота, да, я с детства мечтала именно о большой семье. Ага. Да, очень хотела много детей, вот, именно с детства, да, и рано вышла замуж. Ну, как рано, 18 лет вышла замуж, в этом году у нас 20 Ну, лет. как бы мы- относительно рано получается, да? Да. Ну, тогда считалось это нормой. Ну, может быть, да? В 20 лет вышла замуж, и у меня сразу, получается, 19-20 лет погодки родились, да, и я скажу вам, что погодки, они такие, сами себя развлекают. Да, это круто, Поэтому- да. Они друг с да. другом тусуются и Да, как бы говорят, поэтому- идите играйте. Да, поэтому очень хорошо, когда есть погодки. И хотела бы, конечно, поблагодарить нашу маму, да, маму мужа, Галину Николаевну, Бабушку. бабушку нашу, да, Да. потому что она помогала мне вот с детьми, Смотреть, сидела ухаживать. с внуками, да. Ну, то есть 18-19 вы, скорее всего, были студенткой. Да, я была студенткой. Да. После 2-го курса родила, после 3-го курса родила. А вам на пары бежать надо и все Да, прочее, с утра я, получается, молоко сцеживала и бежала на учебу. А, В и это бабушка время смотрела. бабушка смотрела. Ну, бабушка ухаживала. вообще супер крутая, да. Да, она То есть у вы нас академию вообще- брали, учились? Да, у нас бабушка сказала, Аллаху, учись, и все. А вдруг, ну вот, с первым ребенком она такая сказала. Ну, повезло просто, да. Ага. И, получается, всех детей я планировала, и из-за этого они у меня все летние дети. Да, Ну, надо же. июль, август, такие у меня все дети. Ну, первый сын у меня в мае, в конце мая, май, июль и август дети. Вот Все, так, да? Поэтому как раз, когда сессия заканчивалась, после сессии я рожала и Ну, надо после же. родов в сентябре выходила на учебу. Уже вот так, да? Да. Ну, действительно, да, как говорится, планы ничто, планирование все. Итак, друзья, мы взяли немножко паузы, и Семен, смотрим, и несет уже наш готовый пирог. Смотрите, какой он аппетитный получился. Вот такой должен он получиться? Да. Давайте разрезаем. Тарелочки готовы, нож готов. Так, мы вот должны отделять, да? Можно сразу резать, Сразу резать, да? потому что оно не должно прилипать. Вместе с формой. А шутка. Как много пирога. Вообще я люблю сладкое. Ложкой, скорее всего.
Только не доварилось. Вау. И еще третью порцию. Ну что, приятного аппетита нам, друзья. Приятного Да, аппетита. ложечку Александре. Приятного аппетита, давайте попробуем. Красота. Горячий. Горячо, осторожно. Да, очень вкусный пирог получился. Да. Я сам люблю творог. Обязательно доем за кадром с чаем. С чаем. Правильно. Мы можем стоять это кушать. Да. Александр, у меня, кажется, остался последний вопрос. Да, современная медицина у нас предлагает такую возможность совместные роды. Ну, сейчас уже это уже такое мода стала, да. Насколько у нас вообще популярно? И сами вы как к этому относитесь? Рекомендовали бы? Ну, как ваше мнение насчет этого? Совместные роды когда работала в роддоме, мне очень нравилось, когда вот именно рожают совместно вместе с мужьями, потому что это идет как психологическая поддержка Ну, да. женщины, да. Но мужьям я порекомендовала бы, конечно, пройти тоже курсы. А, да? уже подготавливаться, да. Чтобы мужья были тоже подготовлены, именно тоже знали, как будет все идти, процессы вот это. Да. Если они знают, да, То тоже нормально. будут психологически подготовлены, и с них идет такая мощная поддержка, да, и вот эта вот радость появления ребенка они тоже Новой на себе жизни, да. ощущают, потому что вот только что рожденный ребенок, и который выписывается на 4-й день, это совсем два разных ребенка. Даже так, да? Потому Надо что же. вот только что рожденный, он такой. Ну вот прям- не было ничего, и вот раз, и что-то появилось. Да, вот именно по Живой ощущениям, комок. по запаху, да, вот именно первый крик он услышит, да, он разрежет первый раз пуповину, вот. Ага. И у меня, например, в практике не было, чтобы там мужья в обморок падали или что-то Ну, такое. говорят, да. да, происходит сплошь и Такого рядом. не было у меня в практике. Я видела только любовь, поддержку и взаимопонимание. Ну, то есть вы Я двумя руками поощряю, за. да. Если раньше это было как-то вот со стороны мужчин страшно, то сейчас тоже все в доступе Ну, есть. времена поэтому меняются, да, если И при должной мужчины более подготовке. подготовленные, Да. поэтому И еще, я так думаю, еще больше сближает супругов. да. Так же, Ну, да? да. Да. И ребенка они вот, получается, видят, каким путем он приходит на этот свет, рождается, да, Да-да-да. поэтому ну вот. Как бы такое прикосновение к некому, скажем так, таинству, да, получается. Да. Ну что ж, Александра, да, спасибо вам за пирог, за интересную, очень интересную беседу. Я вот действительно сам стоял один в рот, да, всю передачу говорят, ну, уже заканчивается уже передача, да, спасибо вам еще раз большое, что были гостями. И у нас такая добрая традиция в конце, пожелание для наших телезрителей. Вот на эту камеру, пожалуйста. Хотела бы пожелать, конечно же, вкусно готовить и готовьте просто и сбалансированно. В семье благополучия, счастья и любви. Успехов. А я еще раз скажу, что у нас сегодня в гостях была врач высшей категории, врач-акушер-гинеколог Александра Егорова. Александра, еще раз вам большое спасибо. Вам тоже. Семен Тарбахов, я Петр Цепанин. Друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда, просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.